Уважаемые мужчины, Денисовская центральная районная библиотека поздравляет вас с Днем Защитника Отечества. Желаем вам больших побед в любых начинаниях, быстрых и смелых решений, деловых успехов и новых творческих идей. Есть такая профессия – Родину защищать. Ее выбирают ребята, чтобы мужчинами стать. Нелегкая эта профессия, и это не просто слова. Не только носить фуражку, дана тебе голова. Перед тобой ответственность за судьбы людей и страны. И это не просто фразы, сейчас произнесены. Есть такая профессия – Родину защищать. Существуют специальности, которые будут существовать до тех пор, пока существует человечество. Так говорят о военных. Во все времена военная служба была делом чести, школой мужества и самоотверженности, а к профессии военного всегда относились с особым почетом и уважением. Военная выправка, офицерская честь, солдатская доблесть – это далеко не полный список того, что привлекает молодых людей при выборе данной профессии. Для этой профессии очень важны целеустремленность, стойкость духа, умение бороться со всеми трудностями, так как профессия не из легких. Сейчас, когда в мире нестабильная политическая обстановка в некоторых странах, когда другие страны наращивают ядерный потенциал и увеличивают закупку оружия, наша страна нуждается в надежной обороне на случай нападения противника, поэтому профессия военного всегда будет являться востребованной и никогда не исчезнет. Обязанности военнослужащего зависят от должности, которую он занимает, а должность от полученного им образования, присвоенного воинского звания и стажа или опыта работы. Есть военнослужащие, работающие с личным составом, солдатами, есть сидящие в штабе и разрабатывающие военные документы, а есть те, которые работают с военной техникой. Профессия военного всегда будет актуальной, и военные звания будут поводом для гордости. Эта профессия хоть и является опасной, но имеет множество преимуществ, одним из которых является ее престиж. Мужчины, выбравшие такую профессию, являются опорой страны. Не убивайте в мальчике мужчину, учите драться ваших сыновей. За девочку, за правду, без причины, пусть бьет он тех, кто старше и сильней. Пусть знает с детства, проиграть не стыдно, позорно из-за страха отступить. Когда после уроков полубыдло его пытается унизить и сломить. Не отдавайте мальчиков на танцы, пусть занимаются и боксом, и борьбой, чтоб даже в самой сложной ситуации ему хватило духа быть с собой. Я знаю точно, за детей нам страшно, но не старайтесь их от мира оградить. Скажите им все то, что в жизни важно, любой ценой необходимо защитить.